Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі». Пры мікрафоне Маша Калеснікова. Сёння мае госці – гэта музычны праект «Адарка» на чале з Дар'яй Шупенька. Ну і хлопцы, калі ласка, можете прадставіцца таксама. Руслан. Богдан. Я Рыгор. О, бачыце, якая кампанія. Ну, як увогуле у вас справы? Вам давялося сёння адпрошвацца з універсітэтаў, каб прыйсці до нас да эфір? Нет. Не? Нет. Да не, мне наогул праца пачынаецца только 5 гадзін, так что мне норм. О, классная праца ў 5 гадзін. Ну и до 11 ночи, так что ну, такое. Ну ладно, было б лепш, калі б яна ўжо заканчвалася. Ну, правда. Так, мы сёння будзем слухаць песню, якая называецца «Прививка», «Прышэпка». Адразу уяўляеш сабе медыцынскі кабінет працэдурны, так, і там што табе нешта будзеш рабіць. Пра што песня? Песня, ну, про любовь, очевидно, что она... О, очевидно, никому не очевидно, что она про любовь, но, в общем, женская очень песня с женским текстом, и я пыталась донести, что иногда бывает так, что девушки мечтают о той самой любви, и когда сбывается, казалось бы, та самая любовь, иногда очень сложно признаться самой себе, что это не то, и это порой бывает так, как прививка, когда тебе внесли такую небольшую дозу вот этого вот, ну, скажем, там, не знаю, вируса, яда, ты это переработал в себе или переработала, и потом уже как бы к другим отношениям и к другим, скажем, не знаю, людям даже, в принципе, относишься уже иначе, уже переработав вот это в себе. Угу. Ну, тады давайте слухаць песню. Калі ласка. Вырастала на ласковых песнях, мечты мечтала, на ладонях гадала об одном, днем и ночью зубрежка копила завиду подружкам, все по парам вдвоем, а где ж твой с конем? Звала его, зазывала, искала ночью и днем без огня и с огнем. Может, сбылась мечта, слегка не это, просто была раздета для любовного иммунитета. Может, сбылась мечта, но тебе не понять раздетый, что первый раз прививка для любовного иммунитета. С другим взлетишь еще выше, но не хочешь слышать про других ты ни слова. Страшно сознать, что случилось не то, о чем говорили подружки, что снилось на мягкой подушке. Все по парам вдвоем, а где ж твой с конем? Звала его, зазывала, искала ночью и днем без огня и с огнем. Может, сбылась мечта, а может, слегка не это, просто была раздета для любовного иммунитета. Может, сбылась мечта, но тебе не понять раздетый, что первый раз прививка для любовного иммунитета. Сюжеты мультфильмов о жизни принцесс и их романы становятся с нами. Они душещипательно хороши для доверчивой женской души, но не случаются с нами. А может, сбылась мечта, а может, слегка не это, просто была раздета для любовного иммунитета. Может, сбылась мечта, но тебе не понять раздетый, что первый раз прививка для любовного иммунитета. Может, сбылась мечта, а может, слегка не это, просто была раздета для любовного иммунитета. Может, сбылась мечта, но тебе не понять раздетый, что первый раз прививка для любовного иммунитета. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». У нас сёння ў гасцях музычны праект «Адарка» на чале з Дашай Шупенькай. У нас яшчэ ёсць
Руслан. Руслан, Богдан і Ригор. Ригора я добре запомнила, тому що мені так само зовуть дзіцёнка, Ригор менавіта. Ну. Слухайце, ну вы яшчэ такі зусім малады праект, вы сёлета вырашылі паўдзельнічаць у Заспявай бай, такім чынам больш ужо так на нейкім новым узроўні пра сябе заявіць. Так, увогуле, чаму музыка? Чаму гэта такая неабходнасць у вас займацца музыкай, пісаць песні і прагнуць, каб іх нехта пачуў? Я Хорошо. точно, да? Ну, хорошо. Я не знаю, как это случилось, но это случилось само по себе. Если честно, мама мне говорит, что я захотела играть на пианино. Я ей верю, что я захотела, и она для этого сделала все возможное. У меня были очень классные педагоги, очень. Я думаю, что это одни из лучших педагогов вообще в стране. И это вот желание именно писать, оно как-то параллельно шло. Желание писать стихи, писать музыку. Но в плане именно почему я занимаюсь музыкой, я не могу ответить на этот вопрос как-то типа потому что то-то и то-то. Ну, оно как-то вот изнутри, мне кажется, ну, у всех так, у тебя как? Я просто больше ничего не умею, на самом деле. Ну, это прикольно, уметь только играть на барабанах. Почему не только на барабанах, только на кахоне? На кахоне, на маримбе и так далее. Угу. Ну, а вы, Ригор? Я, ну, типа, что, я займаюсь музыкой уже гадал 11, напэўна, 12. Ось, ну, типа, спачатку я займаўся, типа, ну, такое, ну, хобби. Ось, потым уже зразумел, что все, это уже моё. Ось, ну, типа, да. Я больше ничего не умею в житті, кроме как играть на музычных инструментах. Многие так говорят, но я, честно скажу, не люблю, когда так говорят. Я Почему? думаю, что просто это то, что больше всего любишь. Вот это любишь, Конечно. и этим занимаешься. Но если бы прижала, то занимался бы ты чем-нибудь Ну, другим конечно. точно. Але добра, што музыка можа як бы карміць людзей. Да. Таму што многія лічаць, што гэта проста немагчыма пракарміць музыкай. Да, есть такое. Ну, просто только одной музыкой, напэўна, немагчыма. Приходится все ж таки час от часу ісці на нейкія кампрамісы со сваім сумленнем, займацца чымсьці яшчэ. Вот не это вот зусім з музычным. 5 до 11 это музыка ці не? Ці Ну, кампраміс? часткова музыка, выкладанне. Ага. Ну, есть же успешные такие прям звезды, которые зарабатывают сумасшедшие деньги. Но там надо Сила понимать, духа. что там музыка — это только часть этого бюджета, то есть, ну, полученного бюджета. Музыка — это только часть. А все остальное — это маркетинг и же с ним все остальное. Ну, як вы ўвогуле настроеныя, так? Сур'ёзна ўвогуле займацца музыкай? Ці ўсё ж гэта такое ваше хобі, якое ну, вось, там, разнастаивае ваше жыццё? Но если бы я могла не заниматься этим, я бы не занималась. Но так получилось, что Музыкой? я все время к этому возвращаюсь. Я пытаюсь уйти в какую-то другую сферу, и все равно возвращаюсь к музыке, все равно что-то пишу. Поначалу писала в стол, а потом прилетел волшебник на голубом вертолете. Но когда я говорю, что это мой дядя, все берут это слово в кавычки, знаете, типа там работать на дядю. Ну, все это воспринимают немного неадекватно. Да ён ваш прадзюсар ці што? Он мой помощник, это мой, ну, как бы родной дядя, то есть это папин брат, и он сам тоже музыкант, и он помогает мне очень. И если бы не его поддержка, и в том числе и финансовая поддержка, и моральная, тут 50 на 50, потому что когда он мне говорит: ты классная, у тебя получится, давай, это очень важно. Потому что у некоторых людей, несмотря на их талант или даже возможные финансы, им не хватает вот этого штуршка такого, чтобы кто-то сказал: давай, ты классный, у тебя получится. Мама меня тоже поддерживает, и вот ребята меня поддерживают. То есть то, что они вообще сюда пришли, это тоже очень классно, потому что как таковой группы-то, ну, нету. Я приглашаю ребят, они это делают абсолютно бесплатно. То есть, ну, это действительно очень здорово, что они помогают. Угу. Але нейкі план у вас уже на бліжэйшы час ёсць? Напрыклад, вы сабе вы прыдумалі, што вось нам трэба запісаць альбом, нам трэба даваць канцэрты. Вы, дарэчы, ўжо гралі канцэрты? Нет, концерты мы еще не играли. Мы еще только сейчас мы записывали треки вот с Богданом, с Русланом. Записывали 2 еще трека. Ну, альбом будет наполовину на белорусском языке, наполовину на русском. И одна из песен этого альбома будет как раз та, которую я готовлю для «Заспявай». Я не скажу, на чьи стихи, потому что еще автор не знает этого. Я хочу, чтобы она первая узнала. Она уже свалилась. Ладно. Ага. Слухайце, ну а ўвогуле вы як хочаце, каб было у вас з музыкай? Ну, у плане, вот, як вы сабе это ўсё уяўляеце? Як праз год, праз 2 мусіць быць? Вось, ну, нейкую планку вы сабе ставіце, чаго б хацелася вось на гэтых першых этапах дасягнуць? Я бы хотела, чтобы этот альбом знали, по крайней мере, в Беларуси
есть такая проблема, что белорусских артистов, ну, не хочу слово артисты, ну, допустим, музыкантов, да, белорусских, их больше знают где-то, но не здесь. И у меня есть такая мечта, чтобы знали здесь, и чтобы здесь любили, чтобы как-то, ну, наверное, тупо звучит, ну, гордились, что ли, что вот есть. Потому что то, что я пишу, это в каком-то смысле почти попса, но такая, не могу сказать, что это прям чистая попса. И мне бы хотелось, чтобы она действительно людям нравилась, чтобы они могли это включить, когда они едут домой, там, не знаю, в трамвае, в троллейбусе, там где-то на работе, чтобы им понравилось это послушать по радио, или даже там ВКонтакте, чтобы они что-то скачали себе. Но реально очень хотелось бы, чтобы альбом этот, который сейчас готовлю, чтобы он стал таким. А вам? А вам как? Ну, А вам как, молодой человек? ну вы ж ну па нейкай прычыне ўдзельнічаеце ў гэтым праекце, вам жа падабаецца па нейкай прычыне вось іграць з Дашай? Да, нам нравится играть с Дашей. Ну, я скажу так, я очень люблю помогать людям. Абсолютно, я верю в то, что добро возвращается. Как-то. Мы с Дашей никогда, наверное, не общались до этого проекта, хотя учились как бы в одном заведении. Ну и вот, и все. И мы с ней не общались, но вот когда она мне позвонила и сказала, что Богдан нужно записать, это я вообще согласился. Мне было интересно поработать с Дашиной музыкой. Вот. И вот, да. А як вы лічыце, у Беларусі ёсць музыкі, у якіх атрымліваецца быць любімымі у публікі? Сложный очень вопрос, если честно. Чаму? Ну, я знаю некоторые группы, которые локально для каких-то людей очень приятные, они им нравятся, они ходят даже на концерты. Но такого артиста масштабов, например, как есть артисты в Украине или в России, которых знает реально вся страна, я думаю, что у нас таких нет. Ну чому, мені здається, есть. Это? А хто гэта? Ну, Низкіс, по-моему, вельмі популярны. Моя мама не знает Низкіс, я тебе 100% Ну, это же твоя мама, гарантирую. это же больше молодевая такая музыка. А что, моя мама не белорусская или что? Ну, мы же говорим, типа... Я думаю, што мама таксама маладая яшчэ. Да, конечно. Ну. Ну, конечно, ляписы. Ну, Притом все их проекты, там, где можно поставить ляпис, там, Эндко. ну, понимаете, знать название группы, да, это не значит знать ее песни, там, подпеть или там, что-то хотеть это слушать, потому что хотеть слушать — это другое, это совсем другое. Чем... Ну, тады вы ставіце перад сабой такую вельмі складаную задачу. Конечно. Таму што каб яна як бы рэалізавалася, ну трэба рэальна пісаць крутыя песні, якія будуць вельмі запамінальнымі. Я очень стараюсь и буду стараться. Класна. Ну, а можа быць, все ж вот хочацца сыграць нейкі канцэрт наперадзе. Это надо у ребят спросить. Вы поддержите меня в этом, чтобы мы сыграли концерт? Ну, да. У меня такое ощущение, что я, знаете, рабов привела. Говорите, не говорите. Ну, конечно, хочется. Я вот как раз на этой вот заспеваю. У нас сейчас была эдукационная сессия, мы там изучали, что и как это устроено. И нам объяснял человек, который в этом понимает, как делать концерты и что для этого нужно. В принципе, это реально. Там есть, конечно, юридические вещи, потому что я не ИП, то есть не юрлицо, и как просто гражданин я не могу сделать концерт свой. Мне обязательно нужно через предпринимателя, через юрлицо вот это все устраивать, то есть заверять там тексты и так далее. Это, конечно, очень сложно. Я думаю, что это останавливает многих в том, чтобы сделать концерт. Але я думаю, што гэта ўсё ж не праблематычна, і калі вы ва ўсім разбярэцеся, то ўсё у вас атрымаецца. Дзякуй вялікі, што вы да нас завіталі. І вам Я дзякуй нагадаю, што гэта за музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Сёння нашыя госці — гэта музычны праект «Адарка». Руслан, Даша, Захар і Рыгор. Я ўсіх вывучыла. Богдан. Захар. Богдан. Окей, дзякуй вялікі, што завіталі. Я вам жадаю поспехаў. Мы будзем чакаць вашых новых песень. Прыходзьце да нас яшчэ. Спасибо. Ждем. Спасибо. Шчасліва.